Добрый день, дорогие любители футбола. Мы ведем трансляцию со стадиона «Спартак», город Южно-Сахалинск, где сегодня встречаются команды спортивной школы «Сахалин» и команда спортивной школы Олимпийского резерва, город Комсомольск-на-Амуре. И сейчас я вас познакомлю с составами играющих команд. Команда гостей. Команда выступает сегодня в красной форме. В воротах 99-й номер Слепков Алексей. 10-й номер Азаров Вадим. Номер 6 Дмитрий Александров. 2-й номер Останин Сергей. 19-й Гарифулин Адам. 3-й номер Кочергин Богдан. 16-й Владимир Мальков. 11-й Игорь Милованов. 17-й номер Артем Луцков. 9-й номер Алексей Хороший. И под 7-м номером выступает Илья Чипизубов. Главный тренер команды Панфилов Виктор Иванович. Команда хозяев поля. Ворота защищает Щепанский Артем, номер 29. Под 6-м номером играет Даниил Аксенов. 15-й номер Эдуард Боку. 9-й Александр Василишин. 23-й Ким Олег. 81-й Ладов Максим. 13-й номер Одинаев Дилан. 26-й Тимофей Савенков. 5-й номер Смирнов Владислав. 11-й Тен Артем. И под 66-м номером выступает Владислав Фоменко. Главный тренер команды Руссу Виталий Николаевич. Судейская бригада. Главный судья Мельков Павел, Сахалинск. Его помощники Пак Константин и Москалева Анастасия, город Южно-Сахалинск. И резервный судья Лексин Владимир, город Хабаровск. Инспектор матча Сергей Геннадьевич Воробьев, город Комсомольск-на-Амуре. Я вас ознакомил с составами. На поле у нас первые атаки проводят футболисты Сахалина. Был уже один удар по воротам, но в створ местные ребята не попали. И смотрим, как ребята с первых минут пытаются организовать атаки. Вот сейчас мы видели, как осуществил проход по левому флангу игрок команды Сахалин. Это был Савенков Тимофей. Получился пас штрафной, но вратарь был первым. Немножко по командам отметим сейчас находящихся на поле игроков и кто у нас самый результативный в команде гостей. Это Илья Чипизубов, у которого в активе 4 забитых мяча. Алексей Хороший с 3 забитыми мячами. И Дмитрий Александров также имеет в своем активе 3 забитых мяча. У команды Сахалин главным голеадором является Тимофей Савенков с 5 мячами. Тимур Друсалевич 4 мяча. И Артемий Фарафонов, у которого в активе 3 мяча, но сегодня он точно не сможет увеличить количество забитых мячей, так как в матче не участвует. Игроков, которых я назвал, сегодня у нас Тимур Друсалевич. Тимур Друсалевич не попал в основной состав, но я смотрю, и нет его и в составе запасных. Видимо, какая-то микротравма, и он сегодня не участвует в игре. Что касается пополнить свой актив забитыми мячами. А пока игра больше в центре поля. Ребята присматриваются друг к другу, стараются найти первые свои пути к чужим воротам. По-разному это получается.
Надеюсь, что сегодня все-таки будет интересный и результативный матч. Ребята порадуют болельщиков хорошим зрелищным футболом. Погода в Южно-Сахалинске футбольная, 19 градусов. Небольшой ветерок, но я думаю, что футболистам это мешает. Они смогут показать все свое мастерство в сегодняшнем матче. Пока ничего у нас не происходит острова, но сейчас вот это сбоку Эдуард пытался пройти по флангу, потерял, тут же идет прессинг активный, отбирают мяч футболисты Сахалина. Немножко сумбура, но тем не менее видно, что хорошо настроены хозяева на сегодняшнюю игру, идут в атаку. С мячом был Тимофей Савенков, но чуть-чуть забежал в положение вне игры, и судья остановил встречу. Крайние свои матчи сыграли команды. Начнем с гостей. Футболисты спортивной школы Олимпийского резерва принимали команду из Белогорска и одержали победу со счетом 2-0. Голы забили в этом матче Вадим Назаров и Дмитрий Александров. Команда Сахалин выезжала в гости в Петропавловск-Камчатский и там не смогла одержать победу. Были успешнее хозяева поля, со счетом 1-0 выиграла команда «Вулкан». В турнирной таблице футболисты Сахалина занимают 5-ю строчку, 21 очко в их активе. Команда «Шор» занимает 7-е место, имея 17 очков. А сейчас опаснейший момент и мяч в воротах. Гол забивает, это 16-й номер. 16-й номер Мальков Владимир. Вот так, на 8-й минуте счет в нашем матче открыт. Поздравляем с этим успехом футболистов из Комсомольска на Амуре. Вот как раз повтор. Прошел по правому флангу. Выполнял то ли прострел, но немножко удача была все-таки на стороне нападающего. Мяч на такой немыслимой какой-то траектории попал в ворота. Счет открыт. Думаю, игра сразу приобретет более острый характер. Футболисты Сахалина постараются как можно быстрее отыграться, и мы, надеюсь, получим интересный футбол сегодня. Вот футболисты Сахалина с мячом перехватили мяч и тут же сравнивает счет. Это 15 номер Боку Эдуард. Воспользовались футболисты Сахалина ошибкой гостей. Неточный пас, обработка не совсем удачная. Соответственно, перехват и быстрая, молниеносная просто контратака. И счет 1-1. Да, очень быстро развиваются у нас события. А вот еще раз повтор показывает наш оператор. Да, Эдуард Боку хорошо убрал защитника, который пытался в подкате ликвидировать угрозу. Убрал под свою ведущую ногу. А вот еще момент. Опять Эдуард Боку выходит. Теперь левая нога. Судья останавливает игру. Мне показалось, что не успел вратарь зафиксировать мяч, и нападающий атаковал его по правилам, но судья увидел, что все-таки была атака вратаря, и назначил штрафной. Это Эдуард Боку, да, пропустил 2 игры, выезжал на просмотр
Санкт-Петербургский «Зенит», этот молодой человек. И вот вернулся полон энергии, сил и желания помочь своей команде. И мы видим, как два момента в его исполнении. Единственное, что первый эпизод он решил на 5 с плюсом. Второй немножко не повезло. Ну и отметим, что хорошо действовал вратарь Слепков Алексей. Своевременно вышел, перекрыл угол обстрела и ликвидировал угрозу. У нас на поле лежит 66-й номер, Фоменко Владислав. Говорю, такой неприятный стык произошел, и сейчас узнаем, что там произошло. Ну, в общем-то, все хорошо, и это нас радует. Владислав продолжит игру, а мяч из-за боковой будут вводить футболисты. Нет, мяч ведет судья. Да. Видимо, даст мяч в пользу гостей. Ну, начало хорошее, начало результативное. То, что любят болельщики. То, что меняет и сам характер игры, когда появляются забитые мячи. Команда раскрывается. Вот очередной момент у ворот Сахалина, и счет 2-1. Посмотрите, сегодня со знаком плюс действует линия атаки в обеих командах. Второй эпизод у ворот хозяев, и счет меняется. 2-1. Пока результативные атаки и реализация у команды гостей 100%. Посмотрите, был удар по воротам, мяч отскакивает от защитника Смирнова Владислава, попадает второму нападающему и забивает гол. Это у нас как раз Чипизубов Илья. Да, удалось ему улучшить свои статистические результаты. И смотрите, какой хороший сейчас рывок выполнил Илья. Сыграл на опережение. И опять команда Комсомольская на Амуре в атаке. Тут перехват, и смотрим, чем ответит команда Сахалин. Да, интересная нас сегодня ждет игра. 14-я минута, а счет 1-2 в пользу гостей. Штрафной удар назначает Павел Мельков. До ворот достаточно значительное расстояние. У мяча Владислав Фоменко. Будет бить или будет передача? Похоже на то, что будет прямой удар. Да, так и есть. Прямой удар, но далеко не точно. Мяч прошел выше ворот. Ребята из Комсомольска на Амуре не смогли ввести точно мяч. Быстрая потеря. И сейчас футболисты Сахалина контролируют игру, контролируют мяч. Там много борьбы в центре поля. Мяч покидает в одном из единоборств. Да, мы видим, в центре прям навязывают очень быстро борьбу каждый из команд. И пытаются найти быстрые передачи атакующих игроков. Но пока они не проходят, защитники
команды Комсомольска, да, активизировались, начали действовать более слаженно. И сейчас у Сахалина не получается провести атаку, которая закончится хотя бы ударом по воротам. Вот очередная попытка по правому флангу. 81 номер, активный Кладов Максим, пытается обыграть в 1 в 1. Это не получается. И очередной аут за боковой вводит Максим Кладов. Опять он с мячом, долго держится мяч на левом фланге и заканчивается тем, что защитники выбивают за линию ворот. И сейчас будет угловой удар. Это первый угловой удар у ворот гостей. Посмотрим, как его проведут футболисты команды Сахалин. Показывают скамейку запасных хозяев поля. Подача в штрафную. Первыми у нас были игроки гостей. Выбили мяч, но на подборе хорошо. На подборе выскочил на опережение Тен Артем. И в таком жестком стыке небольшую травму получил. Судья приглашает врача команды и назначает штрафной в пользу хозяев поля. Штрафной достаточно опасное расстояние по центру ворот. Можно из этого эпизода извлекать что-то. Посмотрим, как после оказания помощи врачей ребята проведут этот стандартный момент, реализуют эту ситуацию. Алексей Слепков уже на линии ворот, командует своей обороной, уже начинает выстраивать стенку. Футболисты ждут, пока окажет помощь товарищу по команде. И в стенку идти не хотят. Желтую карточку показывает Илья Мельков. Трудно понять, кому она была предназначена. Возможно, пострадавшему игроку, которого сейчас врач команды, сильная женщина, и партнер по команде помогает покинуть поле. Серьезная травма, и, кажется, не сможет продолжить игрок команды Шор продолжить игру. Не вижу пока, какой номер. Да, закрыли своими телами помогающие. Не видела, какой номер покинул поле. Сейчас будем ждать от резервного судьи информации. А пока штрафный удар. Удар, и играет вратарь. Хорошо играет вратарь на линии. Ликвидировал угрозу. Мяч покинул поле. И второй угловой у ворот гостей. К мячу направился Олег Ким. Смотрим. А у нас, я смотрю, чуть-чуть ветерок. Судя по флажкам, ветерок поднялся. Как раз и опасный момент. Но первыми расторопнее оказались защитники. Еще один удар блокирует. Олег Ким наносил удар. Падение, но судья сообщает о том, что нужно продолжить игру. А у нас на поле появляется 8-й номер. Это Голомидов Максим.
меняет он Илью Чипизубова, как раз того игрока, который отличился в сегодняшнем матче. Да. Обидно, что один из лидеров команды покинул поле. Но надеемся, надеется и тренер команды Шора, что 8-й номер Максим Голомидов попадет в игру, войдет уверенно и поможет своей команде. Как сейчас уверенно действовал 9-й номер Алексей Хороший. Жестко, уверенно пошел. И момент какой. Кладов входит в штрафную, наносит удар, и вратарь играет хорошо. Здорово выходит, чувствует ворота прекрасно. Выходит, сокращая угол обстрела, правильная позиция и, в общем-то, своевременность и скорость привела к тому, что ликвидировал очередной момент от хозяев поля. Контратака пытается организоваться у команды гостей. Захлебнулась и уже в другую сторону идет атака. Тен Алексей был на острие. Защитники справились. Тут же перехват, но Динаев отдает неточный пас, и уже мяч перешел к гостям. И только путем нарушения правил останавливает контратаку гостей. Это Динаев Дилан нарушил правила. Штрафной удар. Алексей Хороший мяча. Скорее всего, будет длинная передача. Нет. Отыгрался с отскочившим игроком. И пас, проникающий во фланг. Но 17-й номер не дошел до мяча. Первый был Владислав Смирнов. Ну, тут же прессинг со стороны команды Комсомольская на Амуре. И перехватили мяч. 8-й номер вот у нас вышел. И как неплохо обыграл одного, но на втором игроке страхующим остановился его проход. Первый финт был выполнен очень уверенно и эффективно. Посмотрим дальше на действия 8-го номера. С мячом Тен Алексей. Передача на боку. Подхватил Ким Олег. Передача во фланг, но там никого нет. И длинная уже в атаку на своих игроков комсомольские защитники. По штрафную 10-й номер наносит удар. Несложный оказался удар для Артема Щепанского. Да, вот третий эпизод с доведением до удара атаки. И Артем с мячом. Первые две оказались просто катастрофические для вратаря Сахалина. 2 эпизода и 2 мяча в ворота. Это была третья атака, и она закончилась тем, что вратарь наконец-то овладел мячом и, надеюсь, придаст ему определенной уверенности. У нас идет 25-я минута матча. Счет по-прежнему 2-1. И вот чуть не ошибся вратарь команды гостей. Выполнил не очень уверенно передачу и едва Эдуард Боку не перехватил этот мяч. Атака гостей, проникающий 5 по штрафную, но первым были защитники Сахалина. Выводят своего лидера Эдуарда, но тот не смог овладеть мячом. Сейчас уже через вратаря пытаются контролировать мяч футболисты
Шор. Это не получилось. Мяч покинул поле. Кладов. Максим вел мяч, сохранил и пытается по флангу обыграть. Нет, делает длинную передачу, но она становится легкой добычей для вратаря. Простой, несложный получилась эта передача. И вратарь начинает свою атаку через Алексея Хорошего. Алексей дальше поперечный пас на 17-го номера. Тот в середину. И опять потеря. Да, много потерь. Ребята с Комсомольска. Именно в тех зонах, где не должно этого происходить. Тренер, видимо, и сейчас подсказывает, но в перерыве точно обратит на данные огрехи внимания. И, думаю, во втором тайме поменьше будет таких вот именно эпизодов. В центральной части игры очень много моментов складывается таких, что не успевают ребята откликнуться, оторваться вовремя, ну и где-то с приемом немножко хромает. Сейчас длинная передача к воротам команды хозяев. Мяч перехватывается и свою атаку готовит позиционную футболисты Сахалина. Дела Надинаев через вратаря. И тут от Кладова Максима прием неудачный. 8-й номер с мячом. И Владислав Молчанов сыграл в подкате. Выгодно за боковую. Комсомольские ребята быстро ввели мяч в игру. Подача в штрафную. Ну, на чеку защитники Сахалина. Теперь же левым флангом пытались атаковать. Захлебнулась атака. И не выходит ничего и у команды Сахалин. Чуть, мне кажется, передерживает мяч. Передерживает, много времени с мячом проводит игрок. И не получается быстрый выход в атаку. Да. Чуть-чуть мяч начинает ходить между игроков. Сразу получается какие-то, говорю, варианты. Вот сейчас Тимофей Савенков. Прекрасная передача в штрафную. Добрался Алексей Тен до мяча, но не смог сделать прострел. Хотя, по мнению болельщиков, можно было пропустить этот мяч, и это привело бы к очередному стандарту, именно к угловому ворот гостей. Но Алексей решил оставить мяч в игру, выполнить передачу, но это не получилось. И острая атака закончилась ничем. Сейчас атаковали футболисты Комсомольск на Амуре. Владеет мячом, контролирует мяч. Пас в линии атаки. Ничего не выходит, но вот эта вот быстрота в решении защитника сейчас Александр Василишин не совсем была такая необходимость играть в одно касание. Никого не оказалось возле него. Можно было принять и распорядиться мячом более эффективно. Ну, вот такая спешка приводит к тому, что не держится мяч. А вот атака по флангу, и Василишин же, да, сыграл очень хорошо. Перехватил передачу и выполнил пас на Тимофея Савенкова. Да, то, что, видимо, и хотят и тренеры, и сами игроки. Вот такой именно выход из обороны. А тут уже нарушение со стороны команды ВШОР. Футболисты Сахалина будут вводить мяч со штрафного удара. Нет, не разыграли. Думаю, что правильно под контроль. Через вратаря пытается вытянуть
соперника на себя. Отбор в центре за Фоменко. Ким Олег, передача на Тена. Здесь может развиться правым флагом атака. Своевременный пас от Тена на Кладова. Кладов Максим отыгрывается с Теном. И чуть-чуть не поняли друг друга. Но тем не менее мяч остался у команды Сахарин. Из-за боковой вводит Кладов. Боку Эдуард пытался прострелить штрафную, но защитник заблокировал его удары и очередной аут. Максим Кладов с мячом на Боку. Неудачный прием мяча, но тут сразу активность, сразу прессинг. Эдуард обыгрывает, входит штрафную. 9 номер. 9 номер Алексей хороший. Своевременно страхует своих игроков. И угловой. У мяча Олег Ким. Сейчас, видимо, будет закручивать ближе к воротам. Подача. Выходит вратарь и действует очень хорошо в вратарской. Кулаками переводит на противоположный фланг мяч. Там Тимофей Савенков с мячом. Бросок, мяч заходит в штрафную. Навязывает борьбу Тен Алексей. И да, пытался со средней дистанции пробить Василишин Александр. Не получилось. Тут Кладов подобрал мяч. Перепасовка Тена. Передача не дошла до Олега Кима. А так разворачивалась хорошая перспектива. Не получилось. У Комсомольска не получилась своя контратака. И будут вводить. Гости будут мяч из-за боковой. Сразу внимательные волейболы. Сразу два мяча на поле забросили. Выбирайте, какой из них вам хочется вести быстрее. А у нас перевод на противоположный фланг. Но не справляется с этой длинной передачей полузащитник Мальков Владимир. Да. Мяч опять переходит команде Сахарин. Быстрый переход. Много-много. Сейчас пошло брака. И мяч от одной и другой команде переходит буквально считанные секунды. И уже другая команда владеет мячом. Штрафной удар. У мяча Фоменко Владислав. Что на этот раз в первом подобном эпизоде он наносил прямой удар. Сейчас то же самое. Но если в первом случае мяч пролетел выше ворот, то сейчас попал единственного защитника, который организовал стенку. Нужно что-то такое более эффективно искать из таких моментов. Я думаю, тренер в перерыве подскажет. Ну, пока, подводя итоги первого тайма, пока на поле видится равная игра. На поле видится то, что игроки заряжены, игроки стараются в каждом единоборстве вынести для себя перспективу отбора. Да, в каждом эпизоде старается сохранить мяч. Много таких эпизодов. Много, к сожалению, и брака технического. Но, тем не менее, игра смотрится, игра такая быстрая, агрессивная. У нас первая замена. 4-й номер. Это Кудяков Максим. Готовится заменить, и меняет он 6-го номера Данила Аксенова.
Худяков выйдет, выходит все-таки в середину, нет, он все-таки будет играть, скорее всего, с правого фланга. Чуть-чуть будет перестройка в команде Сахалина. Посмотрим, как войдет в игру Максим. Пожелаем ему удачи. Ну а продолжая подведение итогов первого тайма, хочется отметить реализацию своих моментов у команды гостей. Три таких опасных эпизода, и два из них привели к взятию ворот. Это такой хороший показатель. Если и во втором тайме продолжат так футболисты Комсомольска атаковать, то будет очень непросто хозяевам поля. Очередная у нас попытка организовать атаку захлебывается на левом фланге, и Саута пытаются футболисты Сахалина выйти, сохранить и выйти в атакующую линию. Не получается. Опять брак при выбивании. Сейчас Кладов ввел борьбу, хорошо навязал, заставил соперника выбить мяч за боковую. Смотрим, да, идет у нас 38-я минута. Вот и смотрим, к чему приведет очередной угловой. Кажется, 6-й по счету ворот гостей. Мяча Ким Олег. Полагаю, опять будет закручивать ближе к воротам. Так и есть. И опять на высоте вратарь. А это нарушение, да. Алексей Тен здорово обыграл защитника. И тут уже по инерции оставлял ногу и да, снес, можно сказать, атакующего игрока команды Сахалин. Очередной опасный штрафной. Что на этот раз? Алексей Слепков устанавливает стенку. Стенка достаточно внушительная. 5 человек отрядил он в заградительный редут. И смотрим. Ну, очень неточно. Это капитан команды Владислав Смирнов. Да. И ветер помог, и неточность в исполнении. Мяч прошел гораздо выше ворот. А сейчас у нас Фоменко первый был на мяче, вел борьбу и сохранил мяч. Заставил соперника ошибиться и нарушить правила. Сам же вводит мяч. Полагаю, будет длинная передача в штрафную площадь. Так и есть. Но никто из футболистов Сахалина не смог добраться до этой передачи. И мяч дошел до вратаря Алексея Слепкова, который сейчас ведет мяч в игру. Делает это с ноги. Ну, видим, что ветер усилился, и сложно для вратаря выполнить передачу за линию центральную. Мяч падает все время на своей половине и становится добычей хозяев поля. Очередной пас на боку. Да, когда Эдуард принимает мяч, сразу возникает острота, но не всегда он может, получается у него не всегда.
овладеть мячом, взять под контроль. Поэтому... А вот сейчас какой перевод. Савенков. Тимофей успел на левом фланге добраться до мяча на линии лицевой, но его остановил и пытался прострелить. Заблокировали защитники эту передачу в штрафную. Угловой. Седьмой, если я не ошибаюсь, седьмой угловой в первом тайме. Но пока очень уверенно действует и защитники, и вратарь. А сейчас вовсе не получился вот мяча с углового. И посмотрите, какой заброс. Ну, тут ветерок немножко помог. Да, мяч в воздухе завис, остановился, и нападающему сложно было выполнить прием. Такой в обратном направлении после отскока. Мяч двинулся и не получилось. Сейчас первый раз мяч попал чисто с ввода мяча и за вратарем команды. Чисто овладели футболисты Комсомольска. Но 2 передачи и потеря. Последний, полагаю, штрафной удар. Владислав со своей половины. Владислав Фоменко, думаю, будет отправлять опять штрафную. Ну, посмотрим на этот раз. Сумеет ли... Нет, никто не сумеет, потому что мяч идет выше ворот. И нет никакой возможности этот мяч овладеть им, что-то с ним сделать, потому что очень неточно. Очередная ситуация у штрафной площади, да. Подбор за футболистом Сахалина. Кладов пытался, находясь спиной к воротам, выполнить разворот, обыграть игрока. Это не получилось. Тут же потеря. Хорошая стенка. Это Тен. Алексей сыграл с Кимом Олегом. Передача на Кладова. Ну, у того не очень хорошее решение. И защитник разгадал дальнейшее развитие. А вот здесь стенка проходит. 8-й номер рвется по левому флангу. Обыгрывает. Уходит в центр. Готовит передачу. Получается передача скрытая на партнера. Тот теряет мяч. И судья дает свисток на перерыв. Футболисты отправляются на отдых и на беседу с тренерами. А мы уходим на перерыв.
Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу трансляцию со стадиона «Спартак», где через несколько минут начнется второй тайм. И я напомню вам составы играющих команд. Команда гостей. Футболки красные. Ворота защищает Алексей Слепков, номер 99. Под 10 номером играет Вадим Азаров. 6 номер Александров Дмитрий. 2 номер Сергей Останин. 19 номер Гарифулин Адам. 3 Кочергин Богдан. 16 номер Мальков Владимир. 11 Милованов Игорь. 17 Артем Нуцков. 9 номер Хороший Алексей. 7 номер был заменен в первом тайме. Под 8 номером вышел Голомидов Максим. Главный тренер команды Панфилов Виктор Иванович. А команда хозяев поля. Замен, я полагаю, не было в перерыве. И в таком составе команда вышла на второй тайм. Артем Щепанский, номер 29 в воротах. 6 номер Аксенов Даниил. 15 Эдуард Боку. 9 номер Василишин Александр. 23 Ким Олег. 81 номер Кладов Максим. 13 номер Одинаев Дилан. 26 номер Савенков Тимофей. 5 номер Смирнов Владислав. 11 Тен Артем. И 66 Фоменко Владислав. Сейчас он и выполнял передачу штрафную. Я поправлюсь. 6 номер Аксенов Данил был заменен в первом тайме, и вместо него вышел на поле под номером 4 Кудяков Максим. Второй тайм начался. Футболисты хозяев поля, команда Сахалин, сразу перешла в атаку и пытаются исправить то, что наиграли в первом тайме, а счет 2-1 в пользу гостей. Сейчас будут настроены изменить ход игры и постараться и отыграться, и, скорее всего, и выиграть. На это уверен и настраивал тренер команду в перерыве. И вот у нас хорошая скидка от боку. Савенков пытался прокинуть мяч и уйти от защитника. Это не получилось. И с боковой линии Максим Кудяков будет вводить мяч. Делает это уверенно на Дилана. Но от Дилана не точная передача. Пока обмениваются ребята умением вводить мяч за боковой. Да, прессинговал Эдуард Боку защитника Алексея Хорошего и перехватил передачу. Мяч покинул поле. И уже вратарь Алексей Слепков вводит мяч в игру. Алексей Хорошев дальше. И вот повторяется ситуация в первом тайме. В этой зоне теряли гости мяч. Такая же сейчас была ошибка, но не смог после перехвата и, казалось бы, возможности для более точной передачи не смог Тимофей Савенков выполнить нацеленный пас в штрафную. Хотя там был на правом фланге адресат в хорошей позиции. Ну, надеемся, что и второй тайм порадует нас забитыми мячами. Надеемся, что футболисты будут также нацелены на ворота соперников. По турнирной таблице я в первом тайме сообщал, где находятся команды, участвующие в сегодняшнем матче. Команда Сахалин занимает 5-е место, имея в своем активе 21 очко.
Команда из Комсомольска на Амуре занимает 7-ю строчку с 17 очками. Да, если сегодня все закончится как... А у нас, смотрите, какой проход Эдуарду Боку. Зашел в штрафную, но слишком агрессивно действовал в борьбе с защитником и нарушил правила нападающий Сахалина. В случае, если команда гостей сегодня выиграет этот матч, наберет 20 очков и поднимется на строчку. Ой, какой момент! И это штрафной. Опять в главной роли Эдуард Боку, и судья показывает желтую карточку защитнику команды Комсомольск на Амуре. К сожалению, я проглядел, кто это был. Сейчас повтор дал нам четкую картинку. Это был 19-й номер Гарифулин Адам. Ликвидировал очень опасный выход по центру. Думаю, что ценой этой желтой карточки, но она тогда их разбирающиеся футболисты и тренеры, да, отнесли бы ее в актив. Именно такое нарушение и такой срыв атаки. Потому что дальше бы, если прошел игрок, было бы очень опасно. И, возможно, закончилось бы взятие ворот. Смотрим на штрафной удар. Савенков Тимофей с мячом попадает в стенку, подбирает сам же мяч. Еще один удар, заблокировали. И какая контратака может развиться? Да, она развивается. Своевременный пас в атаку. 6-й номер. Ах, мог уйти Дмитрий Александров. Но чуть-чуть не хватило координации, чтобы устоять на ногах. Не смог он овладеть мячом. А сейчас Ким Олег хорошо разобрался. Дальше Боку на Савенкова. Сам уходит в серединку. Очень изящно обыгрывает опекуна. Дальше разворачивается. Веером идет это. И в штрафную передача, но перелетел мяч через главную атакующую единицу команды Сахалин, а именно Эдуарда. Не дошел до второго нападающего. Комсомольск быстренько раскрывается, но не хватает точности в действиях у ребят. И вот, казалось бы, сейчас несложно было продолжить. Хороший был широкий коридор для передачи на нападающую, но не смог 16-й номер Владимир Мальков точно направить мяч, и лишь вот из-за боковой линии. Второй номер это делает Сергей Останин, извините. Повторный вот из-за боковой. Тут же футболисты теряют. Эдуард принял мяч. Боку пробросил по флангу. Идет по левому, пока не успевает его поддержать. Пытался сохранить. Не получилось. Контратака гостей. 6-й номер пытался, да, выполнить передачу обостряющую. Это Дмитрий Александров. Не получилось. Теперь же Василишин делает передачу на нападающего. Ну, первый на мяче 11-й номер Игорь Милованов. Да. Очень дисциплинированно действуют первые минуты футболисты комсомольской команды. Да, видимо, тоже получили определенные указания и план на второй тайм от тренера. Действует очень дисциплинированно, согласованно. Ну вот, очередной пас вперед слишком неточно.
Вряд ли кто-то бы успел к этой передаче. И вратарь вводит мяч. Тут же потеря. Тут же потеря со стороны комсомольской команды. Опять вот этот момент. Очень, да. Очень неточные передачи. Очень много брака на, скажем, на ровном месте. А вот сейчас зацепились, да, футболисты Сахалина. Зацепились впереди. Передача в штрафную на Боку. Но он первым все-таки защитник. Защитник команды гостей. Да, я вижу, что очень внимательно действует с этим нападающим во втором тайме. Старается играть плотно и давать ему возможность принять мяч без давления. И пока это получается. Не очень активно, на мой взгляд, 26-й номер команды Сахалин, Савенков Тимофей. Где-то в прошлых играх он более был активен. Больше от него исходило угрозы. Сегодня эпизодами где-то появляется в игре. Но такой стабильности в атакующих действиях мы не видим. Ну а Комсомольск потихонечку выходит чужим воротам. Вот сейчас получилась так проникающая передача в штрафную, но не совсем точно. И Щепанский Артем с мячом вводит рукой через защитника. Это Владислав Смирнов. Тут выполняет обыгрыш обратно, отыгрался с вратарем, и уже длинная передача на Тена. Тен принял мяч. Кладов с мячом. Пытался вывести Тена через фланг, но защитник был первым на мяче, выбил из-за боковой. Пока нет пространств в обороне комсомольской команды, как это было в начале первого тайма, когда и у Эдуарда Боку возникло два эпизода, и был эпизод у Кладова, у Тена. И сейчас компактнее действует команда комсомольской. А вот как раз первый удар во втором тайме в створ ворот. Это Тимофей Савенков наносил удар, но вратарь сыграл надежно. Хотя чуть отпустил мяч, но вторым касанием забрал его. И сейчас уже пытаются комсомольчане организовать свою атаку. Да, очень быстро теряет мяч. 3 передачи и уже в другую сторону. И уже в другую сторону такая же неточность. Сейчас Худяков Максим первый на мяче. Опять неточный пас. 10-й номер развернул. Хорошая могла получиться атака, если бы было 10-го номера продолжение. Вадим Азаров не увидел своих партнеров ни с правого, ни с левого фланга. Решил сам наносить удар, но заблокировал игрок команды Сахалин. Артем Щепанский ногой выбивает мяч. Не смогли нападающие побороться за него. Сейчас Милованов пытался овладеть мячом. Тоже не вышло. Да, много брака в сегодняшней игре. И очередная атака. Это уже 6-й номер. Получил сегодня такой плотный удар. И если бы не попал в защитника, могла бы возникнуть опасность у ворот хозяев поля. Дмитрий Александров наносил очень плотный хлесткий удар.
54-я минута матча. Пока большое количество ошибок, не совсем вынужденных, мы видим на поле. Много брака. Вот я только сказал, очередная потеря при передаче. И 5-й номер разгоняет атаку. Дальше тут же тоже не хватает и у гостей для более обостряющего паса или более такой предголевой, говорю, ситуации. Вот, может быть, сейчас нет, первые защитники через правый фланг пытаются организовать атаку гости. Вот сейчас уже 3-я передача. Возможно, будет сейчас 4-я точная. Да, 4-я передача прошла. И даже 6. Ну, неплохо. 7-я передача. Ну, вот то, что хочется видеть. И вот на 8-й все закончилось. Получится ли контратака? Да, она получается. И получается довольно-таки неплохим эпизодом. Боку входит в штрафную и наносит. Он уже развернулся, наносит удар в ближний угол, где Алексей Слепков на чеку. Удар не получился сильным. И учитывая еще и то, что не рабочая нога, не ведущая, так скажем, у Эдуарда левая нога, и получился такой для вратаря несложный удар. Комсомольчане ответили контратакой и заработали угловой. Первый угловой во втором тайме у гостей. Посмотрим, как они разыграют этот стандарт. У нас, я смотрю, пока зоны для разминки пустуют у команды гостей. Видимо, тренеров все устраивает в действиях футболистов во втором тайме. Подача углового. Василишин Александр на ближней штанге сыграл в этот мяч и повторяет угловой футболисты команды Шор. Неплохо достаточно выполнил Перос. Уже на дальнюю штангу идет передача, и можно было с этого момента выжать какую-то опасность. Но она и случилась. Выше ворот прошел мяч после удара. После удара 16 номера Милованов. Нет, Мальков Владимир. Мальков Владимир наносил удар. Немножко неслаженные действия и вратаря, и защитников команды Сахалин могли привести и к пропущенному третьему голу в свои ворота. Ответил двумя угловыми, ответил Комсомольск. Достаточно опасно. А вот еще один заброс, но здесь первый Щепанский прочитал он эту ситуацию, своевременно вышел и забрал этот мяч. Через Владислава Смирнова очередная. На длинные передачи перешла команда Сахалин. Если в первом тайме были средние и короткие, то сейчас больше длины. И вот сейчас Тен высинговал, и защитник Комсомольска выбил мяч за боковой. Опять длина, но исполнение отвратительное. Это Кудиков Максим. Щепанский длина. Ну и мы видим, что до адресата ничего не доходит. Если доходит, то
очень сложные для приема, и мы видим большое количество потерь с обеих сторон. Хотя игроки Комсомольска из Комсомольска на Амуре второй тайм строят на контратаках и пытаются средними передачами двигаться вперед. А вот у нас Боку развернулся, сделал передачу штрафную. Дошел мяч до Кималега. Как-то не совсем он удачно действовал. Опять с мячом Боку. И очередная потеря. Но старается Сахалин, старается идти вперед. Сейчас одни и те же. Вот у нас я наблюдаю действия Владислава Смирнова. Какой-то нет согласованности, нет точности в его передаче. Четвертая передача практически в одну точку, и там никого нет из нападающих. Нет согласованности. Ну вот, наконец-то скрыли и опять. И опять потеря. Очень опасная потеря. Перехватил мяч Владислав. А здесь у нас хорошо в подкате действует 9-й номер. Это у нас хороший Алексей. Действительно хороший был в этом эпизоде. Своевременно выдвинулся вперед, сыграл чисто в подкате и организовал контратаку. Теперь уже Сахалин от своих ворот пытается. Ну вот мы сейчас смотрим еще очередная ситуация. Мяч у Владислава. Да, накрывает футболист Комсомольска, накрывает игроков, не дают возможность для проведения позиционной атаки с контролем мяча. Все, говорю, быстро заканчивается. Уже длинная передача от вратаря и не поддерживает. Сейчас идет длинный пас на единственного нападающего на Боку, и партнеры или не верят, или говорят так, аккуратненько, семенящими шагами двигаются вперед. А вот опасность со стороны. Чуть-чуть не успевает Кималег к мячу. И первый на мяче вратарь команды Комсомольска на Амуре. Хорошо сегодня действует голкипер. Дает возможность футболистам чувствовать увереннее, футболистам гостей чувствовать увереннее себя и качественнее обороняться. Вот сейчас Алексей хороший вел борьбу с Тимофеем Савенковым, и Тимофей остался лежать на газоне, держится за спину. Судья пока не останавливает встречу. А вот какой момент возник у ворот Сахалина. Пока мы задержали внимание на нападающем Сахалина, лежащем, тут провели очень острую атаку гости. И могли сейчас увеличить разрыв в счете футболисты Шор. Но чуть-чуть не точен был нападающий команды гостей. Я даже могу сейчас сказать, что футболисты гостей поймали свою игру. Это в силу того, что совсем не получается впереди у хозяев, и мяч больше гостит на половине поля команды Сахалина. И чувствует уверенно в своих действиях вблизи ворот. Замена у нас
под 10 номером выходит на поле Кириенко Алексей, а поле покидает Дилан Одинаев. Ну, думаю, что своевременная замена, так как мы видели, Дилан подустал, не успевал перекрывать зоны, центральные подборы осуществлять, ну и передачи, да, были неточны, очень было много брака именно в простых ситуациях. И замена. У нас штрафной удар в исполнении Алексея Хорошего. Неудачно он это сделал, попал в стенку. И контратака от футболистов Сахалина. Сохранили мяч. Длинная передача. Кладов навязал борьбу. И... Нет, все-таки судья показывать не смог, да, не смог сохранить для своей команды мяч. Да, было нарушение. Слишком активно вел борьбу с защитником. Комсомольчане длинной передачей отправили мяч на половину поля Сахалин. Те выбили мяч за боковую линию. Ну, такой формат игры, такое развитие, думаю, удобно будет для комсомольских ребят. А у нас замена под 7 номером. На поле выходит Бельтюков Владислав, а поле покидает Максим Кладов. И здесь очевидная замена. Максим второй тайм начал гораздо скромнее, нежели в первом. В первом была какая-то активность, пытался что-то там все-таки на своем фланге создавать, шел в единоборство, прессинговал своевременно. На втором тайме фланг перестал работать. Ну, посмотрим, что сейчас внесут в игру две замены, сделанные тренером команды Сахалин. Болельщики надеются на Владислава Бельтюкова и на Кириенко Алексея. Два свежих. Надеюсь, найдут возможность изменить рисунок на поле, участвовать в более продуктивных комбинационных каких-то ситуациях. В общем, посмотрим. Пока такая игра разорванная на длинные передачи, покидание мяча пределов поля, и вот эти вот паузы, которые, я повторяюсь, идут на пользу команды гостей, потому что она выигрывает, и вот эта вот аритмия в матче им на руку. Сейчас хорошо действовали вратарь и защитник команды Сахалин. Хоменко поставил корпус, а Чепанский забрал. И очередная неточная передача от Владислава Смирнова. А вот какой момент. Я не смог понять, неужели Бельтюков был вне игры. Мне показалось, что боку чуть-чуть зашел в положение офсайда, а Бельтюков был все-таки правильная позиция. Но судье виднее. Очередная передача, очередной брак. Можно было Владиславу распорядиться гораздо эффективнее в этом эпизоде. Борьба в центре, который выигрывает футболисты Комсомольска. Пытается сохранить. И тут очередной штрафной. Комсомольчане опять выполняют длинную передачу. Первый на подборе третий номер команды Комсомольска. Передача в штрафную. Ким Олег первый на мяче. И десятка
Десятка команды Комсомольска на Амуре. Азаров Вадим выбивает мяч. Мяч выходит за линию ворот. От ворот Щепанский Артем вводит мяч. Длинная передача. Могу предугадать ситуацию, что мяч пойдет в борьбу. Да, так и есть. И, ну, на этот раз, да, покинул поле вот комсомольского игрока. Вот из-за боковой очередная неточность. Да, много брака. Можно где-то повесить руки, да, от таких передач, от неточности, за которые за каждый мяч приходится бороться. Ну вот, сейчас получилось дали Бельтюкову развернуться. Передача от Кириенко не в ту совсем зону, в которую хотели бы получить мяч нападающий. Контратака комсомольской команды. Пас на фланг. Здесь 16 номер Милованов. Нет, при обыгрыше теряет мяч. Савенков в пустую зону забрасывает на Тена. Тен не успевает ничего, ни Бельтюков не успевает ничего. И очередная перестрелка защитников. Вот мяч задержался в центре. Кириенко Алексей долго принимает решение. Но без мяча перестали активничать футболисты Сахалина. Смотрю, да, предложений очень мало. Здесь с этим и получаются такие эпизоды, когда игрок владеет мячом, а отдать пас практически некому. Сейчас Бельтюков забрасывал мяч на Эдуарда Боку. Тут много выполняет забегов, много тратит сил и, к сожалению, впустую. Неточные передачи. И насколько хватит еще этого нападающего? Достаточно активен он в атаке. А сейчас хорошо сыграл Кудяков Максим. И уже удар от Кириенко Алексея. Да, достаточно приличная дистанция. Но удар не точен, к сожалению, для команды Сахалин. Комсомольские ребята готовят свою атаку. Да. Много брака. Ну, вот, хорошая стена прошла. Шестой номер с мячом. Сохраняет Дмитрий Александров. Третий номер, как интересно обыграл. Дальше пас в атаку и потеря. Тут уже 23-й Олег перехватил. Кириенко. Ну, вроде вышел свежий. Пока каких-то действий эффективных от него мы не видим. Ну и у Боку тоже силы покидает, и не хватает у него в концовке, не хватает именно тех точных технических действий, которые требует сейчас ситуация для того, чтобы вывести команду игроков команды Сахалина, атакующих на ударную позицию. Не получается. 73-я минута матча. Пока счет 2-1 в пользу гостей. Напомню, что первая встреча, прошедшая в Комсомольске на Амуре, закончилась победой команды Сахалин со счетом 1-0. А вот какой момент у Владислава Бельтюкова. Ну, на мой взгляд, можно было выжимать из этого момента больше пользы. Решил пробить сразу после обработки. Хотя защитник немножко проскакивал, и можно было уйти в противоход под левую ногу. Но принял решение сделать все быстрее, атаковать быстрее. К сожалению,
Удар получился в створ ворот, но не совсем точно для того, чтобы застать врасплох вратаря. Но мяч сохранили в атаке футболисты Сахалина. Сейчас будет вводить аут с правого фланга. К мячу бежит Александр Василишин. Да, хотелось бы больше активности. И от Александра Кириенко вышел он на замену. Ну, пока что-то Владислав активнее попал Бельчуков в игру. Видели сейчас и удар нанес, и активность проявляет на фланге. От Алексея ждали большего, я уверен. Ну, сейчас инициатива перешла к команде Сахалина. Больше владеет мячом. Вот эти вводы мяча из-за боковой. Ну, совсем все не точно. Бросает мяч на голову товарищу. Мне непонятно, как он сможет, партнер, овладеть этим мячом. Ну, только на проброс дальше кому куда, нет открывания. У нас замена. 4-й номер вышел на поле. Это Павел Лобода. Заменил он Вадима Азарова. Команда гостей освежает игроков в определенных зонах. Смотрим, у нас штрафной мяча Тимофей Савенков. Пошла подача в штрафную. Борьба за мяч. Первым на мяче 2 раза. Первым оказался игрок Комсомольска на Амуре. И какая контратака развивается. Как здорово скомбинировали футболисты. Ой-ой-ой, от 6-го номера пошел пас на 10-й, на 16-й номер. Да, пяткой тот вошел в штрафную. Мальков Владимир, но не сумел укротить мяч. А так могла бы получиться острая ситуация. Длинная передача. Ну вот я не совсем понятно действия Алексея Кириченко. Вроде бы свежий должен быть и физические игры, и по мысли. Но что-то очень просто. Что-то очень просто в его действия. Принял и эти безадресные передачи, хотя можно все-таки что-то создать более перспективное в атаке. Пока все упрощает, не очень активен в центре. Не усилил, так скажем, не усилил он игру команды Сахалин. Как моторчик, 23-й номер Олег Ким. Да, как будто за спиной нет этих 77 минут. Борется, старается. И очередной пас из-за боковой от Максима Кудякова. Да, очередной пас, как говорят футболисты, на главную. А вот какая ситуация! И судья показывает, что должны пробить штрафной футболисты гостей. Такое прошло столкновение чуть-чуть. Алексей Термин не успел на опережение. Вратарь действовал быстрее, увереннее. Первым был на мяче после того, как он сыграл руками. Произошло столкновение, и судья трактовал в пользу нарушения, в пользу гостей. У нас очередной
заброс на Эдуарда Боку. Бельчаков подобрал мяч. Его сбивают. Штрафной удар. Хозяева поля будет вводить мяч. На минуты тает. Прям со скоростью звука для команды Сахалин. А пока ничего не происходит у ворот гостей. Возникают эти полумоменты, но не хватает точности именно в последнего паса, в последних действиях штрафных. На этот раз смотрим заброс. Дальше продолжал Бельчаков достаточно неплохо. И опять Олег Ким наносит удар. Далековато было до ворот. Не совсем у него был подготовленный удар. И опять на месте Слепков Алексей. Уверенно действует комсомольский вратарь. Что не скажешь в действиях защитников Сахалина в простой ситуации. Потеряли мяч. И футболисты Комсомольска идет заброс. И то, что нужно гостям. Мяч покидает боковую линию поля. Будет вводить аут. А у нас тем временем замена. Вместо 16-го номера Владимира Малькова на поле появится Вадим Дудко. Можно сказать, что хорошо действовал сегодня Владимир. Забил мяч и активно участвовал во всех атакующих действиях и оборонительных действиях команды гостей. Внес свою лепту в то, что сейчас мы видим на табло. Очередная атака футболистов гостей заканчивается ударом по воротам. На месте Щепанский. Артем выносит мяч вперед. И, возможно, последняя атака. Но опять не точно. Опять не точно. И я удивлен действиями Кириенко. Алексей сейчас уже практически до лицевой линии дошел нападающий команды Сахалин, а Алексей у нас даже не вошел в штрафную. Странные действия нападающего, точнее полузащитника команды Сахалин, когда необходимо бежать, помогать и оказывать давление на оборону гостей, но этого не случается. Не попал Алексей в игру, не знаю по каким причинам, может быть, чувствует себя не очень хорошо. Это уже, уверен, знает только тренер. А у нас идет добавленное время. Основное время матча закончилось, и сейчас оказывает помощь вратарю команды гостей Алексею Слепкову, который по сегодняшней игре, я думаю, смотрелся очень хорошо. И в том, что команда Шор из Комсомольска на Амуре выигрывает, его большая заслуга. Да, возвращаясь к поговорке, вратарь полкоманды сегодня это именно так. Очень уверенная игра в обороне. Очень хорошо руководит футболистами обороны. И не дал больше одного момента закончить голом в свои ворота. Пытается Сахалин организовать последние атаки. Ничего не выходит Путнева. Сейчас очередной штрафной. Один из последних. У мяча Владислав Фоменко. Будет длинная передача к штрафной. Мы это все видели. И из этого, к сожалению, ничего не выходило у команд Сахалин. Очередной заброс.
первыми футболисты Комсомольска на Амуре. Зарабатывает штрафной. Кто там лежит? Это 9-й номер Александр Василишин. А тренер Комсомольска на Амуре готовит очередную замену. Она является тактической, чтобы сейчас выиграть то драгоценное время, те драгоценные секунды и склонить чашу весов в свою пользу. Напоминаю, 2-1 впереди команда из Комсомольска на Амуре. У нас один из последних штрафных, я смотрю, побежал вратарь команды Сахалин в штрафную. Смотрим, идет передача, и первым на мяче Алексей Хороший. Да, отлично выглядит этот защитник в сегодняшнем матче. Действовал очень уверенно. Очень уверенно, очень своевременно. И это то, что вселяло уверенность в игру всей оборонительной линии. А у нас дает финальный свисток судья встречи. И наш матч заканчивается. Со счетом 2-1 победу одержали гости. Команда спортивной школы Олимпийского резерва из города Комсомольска на Амуре. Я считаю, что заслужили ребята из Комсомольска своей игрой эту победу. Поздравляем их. И футболисты Хабаровского края получает свой актив в 3 очка и с 20 очками делят 6-е и 7-е место с командой Экшор из города Владивосток. Мы заканчиваем нашу трансляцию. Большое спасибо, что вы были с нами. С вами работал Евгений Крючков. До новых встреч. Играйте в футбол. Того, что я разменил. Да. Здрасте.
Итак, сегодня команда спортивная школа «Сахалин» играла неплохо, но, к сожалению, победить не смогла. Чего не хватило? Ну, не хватило. В первую очередь реализации, естественно. Были моменты в первом тайме, надо было забивать там 2-3 момента, которые были железобетонные. И отвратительная игра в обороне. Это, конечно, так играть в обороне неприемлемо. Да, пытались они играть первым номером, присягать еще половине поля. Там первые 15-20 минут все было неплохо, потом то ли силы закончились, то ли сыграли как сыграли. Где будем выводы. Итак, сегодня команда с ШОР номер 2 одержала победу на выезде. Рассчитывали на такой результат, и что у вас сегодня получилось лучше, чем у Сахалина? Да, сегодня удалось победить, наверное, на самой красивой локации среди всего ЮФЛ Дальнего Востока. Очень нравится этот стадион. Игра была очень тяжелая. Команды равны, на мой взгляд, по силе, да, по своей игре. Сегодня Сахалин первые 20 минут играли как хозяева, владели инициативой, но нам удалось, в принципе, тот план на игру, который мы давали ребятам, да, на первые 20 минут реализовать. 2 контратаки, 2 хорошо проведенных контратаки завершились нашими голами. К сожалению, пропустили быстрый ответный гол после первого, да, забитого, но это вот момент, которым есть работать над чем. А так, довольны результатом и настраивались именно на победу сегодня. Спасибо. Итак, игрок ШОР номер 2. Вы в эфире. Я понял. Как тебя зовут? Мальков Владимир. Сегодня твоя команда держала победу. Что удалось тебе лично и что удалось команде в целом? Ну, победить и забить 2 гола. Ну, ты считаешь, что в этом есть твоя заслуга? Ну, да, думаю, да. А рассчитывали ли вы победить сегодня или все-таки думали сыграть от обороны? Конечно, победить, потому что турнирное положение у нас достаточно плохое, и нам нужны были 3 очка.